Вчера, ребята, если перейти эту вырубку, не знаю сколько, может с километр, наверное, эта вырубка. Это с километр. И так светлее, наверное. Это с километра, наверное, вырубка. Если перейти эту вырубку, мы дойдем на то место вчерашнее, где вот мы второй раз, когда нас напугал медведь. Ну там медведь был, это 100%. Там уже старый медведь, там в прошлом году видел, и тоже вот, ну, я его знаю. Старый уже, большой тоже. И это место вот за этой вырубкой вот там находится. Мы просто вчера спустились на лодке, потом поднялись по другому месту. Там уже кружили, ходили, бродили. А сегодня с избушки уже по другой стороне. Но я не думал даже, что до сюда я дойду. Просто даже пить хочется, блин. Термос не взял. Сейчас я пойду возле этой вырубки и найду просеку и буду по просеку уже напрямик. Не буду уже зигзагами ходить, там новые места какие-то искать. Нет, такого не будет. Я буду идти по просеке и уже обратно буду возвращаться. Просто хочется покушать, действительно. Вчерашний куриный суп — это фигня полная, блин. Ну, поужинал и сегодня не позавтракал, думаю, аппетита такого не было. Просто думаю, я схожу, пройдусь. А оказывается, уже полдня мы ходим. Пока безрезультатно. Чует опять кого-то. Ну ладно, потихоньку пойдем. Вот такая вырубка. Ну, в прошлом году я, в принципе, тоже здесь снимал уже. Ходил, но уже с другой стороны как-то. Оттуда, наверное, приходил, круг делал и туда-обратно. Ну, вообще другие круги делал. А в этом году, ну, посмотрим. Новые места посмотрели как-то. Первый раз я там был. Все время с одной стороны ходил. Там севернее я, в принципе, все тоже знаю. Там в основном там хожу, а здесь вот первый раз. Вот так вот. Ну вот елки уже начали выходить. Вон, смотрите. Тоже елки. Смотрите, какая елка тут. Вот это да. Ничего. Красавчик. Первый раз такое вижу. Пушистик. Вон, ребята, смотрите. Сколько этих. Луна вон еще. Вон луна. Вот это семенники. Вот это все оставляют ручная вырубка оставляет семенники такие. И, наверное, ряд такой был, но вот видите, остальное там все свалилось. Тоже некоторые проценты остаются. Очень много. Ветер валит. Ну, голые там стоят, но все равно крепкие, выживают. И они будут семенить, там распространиться, все. Сама природа будет сажать эти саженцы. Так что вот такие дела. А так уже все, елка уже потихоньку вырастает. И вон, смотрите, вот сейчас я не поленюсь, покажу. Вот смотрите, сосны. Все, уже лес уже начинает выходить, новый лес. И здесь также через 100 лет будет тайга. Вот так вот. Такой круговорот жизни. Такой круговорот жизни. Лесопунтовские вырубки. Это уже частные предприниматели вырубали. А лесопунтовские вырубки, они уже крепкие вырубки, они уже такие, как сказать, там лес уже вышел. Выходит нормальный лес. Но, конечно, долго растет. Очень долго лес растет. Вот я иду уже сколько по вырубкам и... О, глухарь.
Сел. Сел, ребята. Глухарь сел. На вырубку сел. Так, метров 300 наверное от меня. Че ты куда лаешь, дура? Он дальше, вон он. Я, ребята, его вижу на самом верху сосны. Ай да вообще путает там. Он на самом верхушке. Так. Сейчас. Вон он глухарь. Сидит. Видели? На самой верхушке. Сейчас я буду подходить. Потихоньку буду подходить. Айда вообще неправильно лает. Вообще непроходимо тут. Ты смотри. Ой, дура сегодня, Айда моя. Вот это дура. Куда крылья попадали, туда и лает. О, блин. Ох, и меня он заметил. Ох, меня он заметил, ребята. Насторожился уже. Далеко. Очень далеко еще. Идти тоже фигово тут. Сейчас подойдем. И таких брали. Иди, дура, вон туда. По тебе не кунится. Ветер с левой стороны. Ништяк ветер. Так. Ну да. Нам до этой сосны надо добраться. Там уже вообще классный обзор будет. Так. Вот смотри. Чем она думает сегодня? Иди, ищи. Там сидит она. Так. Дела идут потихоньку. Добираемся. О, блядь. Блядь, так насторожился он уже все. Нам надо до сосны добраться. До сосны. Вообще фигово. Вот дура. Вон он, ребята. Надеюсь, видно. Видели, как насторожился? Не фокусируется, жалко. Ладно, я пока выключу, блин. Неудобно снимать. Ребят, больше подходить не могу. Сейчас еще. Вон он. Трещит уже все. Насторожился. Надо стрелять. Ребят, он перелетел. Перелетел и сел на другое дерево. Не знаю почему. И подальше чуть-чуть. Толком не знаю, где он. Не могу определиться, куда он сел. Не вижу я его. Испарился птица, блин. Так четко он сел. Слышал грохот, тречканье потом. И на месте уже я. Куда он ушел? Я уже обхожу это. Как кедр. Кедрач. Затаился, молодой какой.
Да фиг-то там. Он перехитрил, видимо, меня. И улетел. А почему я не услышал? Безветренно, сейчас тихо было. Не знаю. В общем, я потерял его. Где он сидит? Или уж давно улетел? Сколько я скрадывался до сюда. Ай да бездельник. Ну, вот где-то вот на этих соснах должен он быть. Сейчас еще пройдусь. Все, я еще посмотрю этот кедр. Ну нет, он улетел, конечно, будет ждать тебя. Ага, жди. Хитрый оказался. Хитрый оказался пацанчик. Ну ладно, что потом. Будем дальше искать. Может, повезет еще. Там еще дальше грохот крыльев я слышал, но не знаю, мой глухарь, который я видел, или же уже другой какой-то. Ну не знаю. Здесь его точно нету. Улетел, видимо, он. Направлением я так не должен же напутать там. Все вроде нормально смотрел, что и как. Но я как будто понял, как будто он в середине дерева сел. Не на вершинку, а на середину. Так, ладно, я, ребят, выключаю. Сейчас я буду пихтать еще. Досконально досмотрю и может где-то он там затаился. Тихоря сидит там. Там тоже он какой-то интересный. Так. Сейчас подожди. Терял. Вот это, ребята, я кружил тут. Не могу никак свыкнуться, что птицы уже здесь нету. Кружу возле этого кедра. Как будто должен быть здесь сидеть. Потому что, блядь, не слышал я взлета никакого. И с точностью до миллиметра я подходил, куда он садился. Ну вот видишь, когда-то он все так и, наверное, улетел. Полчаса, наверное, уже тут кручусь, верчусь. Ну, на соснах нет. Кедр вот слишком он пушистый, блин. И вот смотрю, никак не могу наглядеться на этого кедра. Надо уже оставить и дальше идти. Но он же не рябчик, если он сидит, то должны же видеть мы его. Нет, улетел. Видимо, улетел, я не слышал. Как так может быть? Хрен его знает. И направление вроде нормальное я брал, так. Там путать уже ничего не было. Там деревья были, за деревья он и сел. Да. Ну ладно. Если уж одного видели, мы поперек этой вырубки пройдем и уже по просека будем возвращаться. Вдруг где-то еще кого встретим. Нету. Ладно, все, оставляю. Пускай. Если не дашь, то что потом поделаешь? Не будем уже. Сколько я уже насмотрелся на него. Нету и нету. Все, пошли. Айда нюхтит. Что-то опять учуяло. Я остановился показать. Ну вот. Дерево свалилось. Это семенники, о которых я говорил. Что оставляют у нас. И оставлять надо все-таки полоски такие. Полоски, ну, пошире, чтобы деревья друг друга держали. А вот такие одиночки, они тоже не выдерживают под напором
под напором этих, как сказать, ветра, и они тоже сваливаются. Что-то песок тут. О, излюбленное место глухарей, я смотрю, тут вон, следы глухариные. Здесь камушки они собирают. Вот и нюхти тогда. Вот так вот. Ну вот мы вчера вот на том углу были. Где-то отсюда, ну, где-то полкилометра, наверное, еще. Вот там такой рассказывал полукруг я буду делать, ну, в вчерашнем фильме. Вот так я и делал, и спустился там, туда на солнце пошел. Короче, вот нифига, сегодня мы тоже прошагали уже. Но здесь вообще жопа, задница одна. Вот такое место, блин, сырое, непроходимое. Вот. И там в углу, вот там и тоже медведь шастает. Мы встречались с ним, но мне как-то чуть-чуть тоже страшно стало. Даже, ну, обычно я как-то пытаюсь их заснять. Но вчера у меня такое желание почему-то не было. Скорее бы свалить оттуда побыстрее. Туда уже сегодня переходить мы не будем. Через это болото. Это вообще ужасное место. Не нравится. Но здесь уже я все знакомо. Просто вот на первоначально, где мы шли, вот там первый раз я проходил. Так здесь уже все знакомо. Там дорога, до дороги еще сходим, до дороги и по просеке уже обратно будем возвращаться. Ну, конечно, глухари тут тусуются, видимо. Камушки вон тут они собирают. Тык-тык-тык, камушки. Каждый год может быть. Я так того глухаря и не нашел. Не знаю, куда он затаился. Может, улетел. И оптикой присмотрелся. И один выстрел даже я сделал из мелкашки. Так, верхушку стрельнул один. Что-то сомнительный комок там был. Нет, это ветки такие. Погода. Вот иду и наслаждаюсь. Блин. Погода вообще идеальная. И иду и смотрю на верхушки. Вот. С вырубки там все издалека вижу. Здесь он даже глухари, видимо, тусовались. Ну да. Все так изредка можно еще встретить их. Вчера, ну, здесь уже вчера видели, в принципе, уже рядом с тем местом, где мы ходили, может, одни и те же и летают. Хоть вчера одного удалось добыть, а сегодня пока пустые мы. Вот такая вырубка. Посередке вырубка и иду. Ну, напрямик. Прямик иду. Красота. Пусто, голо. Когда-то здесь тайга тоже была. Звери, птицы. Все здесь было. Все вырубают. Нифига не остается. Вот так вот. Здесь, как ни странно, медвежьих следов меньше на вырубках. В основном в тайге они тусуются даже. В тайге возле реки очень много. Может, мышей там больше ловят там или еще что. Ну, зачем им? Ну, на вырубках они обычно кормятся этими брусниками, ягодами. Медведь подходил к водопою, вон, смотрите. След какой огромный тоже. 2 мои ладони. Отсюда, видимо, он пил. Здесь топтал, вон следы. Там дальше тоже топтал. Но здесь отчетливо видно, как он следы. Какая ширина. Тоже точно
Не попутаешь ни с чем, ни с кем. Мы уже на подходе к просеке. Просека. Ну, перешли там. Это казался тоже очень большим. Вырубка очень большая тоже. И перешли и до просеки. До просеки дойдем и будем уже спускаться по просеке. Уже будем держать обратный путь в сторону избы. Но здесь хорошо, не заросло, еще дорога держится. Вот смотрите, тоже уже подсад какой. О, как зарастает все. Все как классно, красиво. Маленький ковер. Мы на просеке, вот столб квартальный. Вот сама просека уже. Надеюсь, видно или нет там. Там дальше болото, а нам совсем в другую сторону, вон туда пойдем. Будем идти туда. Последняя надежда была и все. Надеялся в этом углу кого-то встретить, добыть. Но, к сожалению, все. Круговое болото начинается, бесконечное болото. Туда заходить не будем. Да и с собой ничего нет у меня. А хочется уже горячего чая попить. Все пересохло. Не знаю, сколько километров до сюда я. Без навигатора, но нормально уже прошагал. И нам надо уже обратно возвращаться. Но сейчас уже как бы буду искать более легкие пути. Будем все время идти по просеке, а там уже по своим тропинкам. Опять куда-то ушла. Вон, еле видно. Так, пошли. Ладно, ребята, у нас еще долгий путь, надо идти. Вот, ребята, дерево, где медведь царапает. Много уже царапал тут. Вон, видно, сколько тут царапа. Не один год, может, или в этом году только царапает. Каждый раз, когда проходит. Ну вот, с мой рост, наверное. Самый высокий вот 2 метра. 2 метра вот царапки. Вот так вот. Царапает тут. Ну, отмечает. Видимо, отмечает тут территорию свою. А я также по просеке иду и иду. И дальше будем идти. Ого. Подустали немножко, ребятки. Возвращаемся. Вышли на речку. Какие красивые елки тоже тут. Ты смотри, новогодние елки такие красивые. Но этот-то беспризорник там стоит. А вон эти, смотрите. Красота. Пушистые. Вот на Новый год их. Ну вот. Речка. Где-то на 2 поворота выше я вышел. Сейчас вдоль речки еще придется топать. Но в принципе уже немного осталось, где-то меньше километра вообще. Водовороты. Что-то ельцы в этом году не плещутся. Вообще ничего нету что-то. И на сетке не ловится почему-то. Где вся рыба. Одна мечта у меня сейчас. Дойти до избы. Дойти до избы и напиться горячего чая. И наесться. Я проголодался. Ужасно. Только и думаю, что как бы быстрее в избу. И, блин, погода ужасно жаркая. Не знаю. Не октябрь, а не знаю, начало июня, что ли. Конец мая, начало июня, так. Вот такие пироги. Ладно, сейчас уже будем
Немножко осталось копать дальше. Это тоже для меня. Пока ничего не видим, никого нету. Тишина. Тишина и красота. Вот такая природа. Я уже, ребят, грею мотор. Попил чай, наелся и собрался проверить сетки. И хочу спуститься посмотреть вчерашнее место, где мы встречались с медведем. Хочу посмотреть, он там вытащил эту тушу оленя или там еще лежит. Мне это интересно. Как бы хочется в той стороне еще поохотиться. Надо посмотреть. Если вытащил, значит медведь еще там. Если туша еще там лежит, значит может медведь ушел куда-то в сторону. И может завтра в ту сторону ходим на Рябчиков, или я не знаю. Надо тоже туда, в ту сторону сходить, посмотреть. Хоть немножко там в тайге побродить и посмотреть, откуда зверь принес оленя, как его убил. Мне это хочется узнать просто. Самое главное, чтобы он ушел. Здоровый был, блин. Еще поработал немножко. Сейчас будем спускаться. Ну, уже там поближе я включусь. До туда надо ехать, а немножко подзарядил. Кстати, и аккумулятор. Зарядка хватит. Все, поехали. Заодно сетки проверим. Уже где-то 2 часа. 2 часа дня. Не успеешь оглянуться, начнет темнеть. Ладно, съездим. Будет интересно, включусь.